Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Агентство развития туризма и территориального маркетинга создано в целях продвижения республики на российские и международные туристические рынки. О завершении зимнего туристического сезона в республике и о дальнейших планах расскажет гость нашей студии Дмитрий Громов, генеральный директор Агентства развития туризма республики. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, нам о сезонности в туризме. Наверняка существует какая-то классификация по сезонности, интенсивности турпотока. В теоретическом определении, да, конечно, есть понятие сезонности, но в Якутии она применяется как очень выраженно, потому что у нас сезоны ярко выраженные. Весна как весна, осень как осень, зима настоящая, а лето жаркое. Помимо этого есть понятие пиковый сезон, повышенный, высокий сезон, мертвый сезон, ну и средний сезон. Мы в Якутии определяем как пиковыми это направление с февраля по март, когда на улице теплая погода, как зимний туризм. Это посещение по льду ленских столбов или же посещение Аймякона полюс холода, когда температура более-менее, но там в Аймяконе уже все-таки фиксируется минус 60. Плюс летний сезон у нас ярко выраженный. Это когда мы по водному транспорту можем посетить также Ленские столбы. У нас открываются сплавы в основных туристических реках. Это Синяя, Ботама, Амга и посещение гор Тампонского улуса. Ну и осенний и весенний туризм также имеют место быть. Они также сейчас более-менее уже упакованы и начинают продаваться. К сожалению, у нас по части... Ввиду того, что мы живем в бассейне одной из самых крупнейших рек мира, река Лена, у нас есть понятие ледостава и ледохода. В это время часть туристических маршрутов, которые идут автопутем, наземным путем, они бывают сокращены. Ну, в принципе, как и вся экономика нашей Якутии во время ледостава и ледохода. А в целом, туристический сезон Якутии, он имеет круглогодичный характер, но сейчас самое пиковое, летний сезон начнется уже с мая месяца. Что же сейчас входит в понятие «турист»? Понятие «турист» есть, ну, чуть-чуть поиронизирую, в свое время Иосиф Виссарионович Сталин говорил, есть правда, есть неправда, есть статистика. Так вот, по данным, по методике Росстата, Федеральной службы статистики, туристами считаются люди, переночевавшие в объектах, где можно за деньги заночевать. То есть это гостиницы, хостелы, мотели, турбазы, туробъекты или же квартиры. То есть любой человек, который заночевал за деньги, он считается также по методике Росстата туристом. Второй параметр – это у нас отчетность самих турагентов и туроператоров. Сколько они туристических продуктов продали с учетом там, где есть ночлег у туриста. Третье – это у нас опрос. То есть органы статистики начинают опрашивать домохозяйства. Были ли у вас в свое время за отчетный период люди, которые переночевали у вас. То есть это опросный, но не фактический параметр. И третье – это данные погранслужб. То есть, когда при въезде в страну спрашивают цель вашего визита, они указывают туризм и в какой регион. Вот из этих данных собирается российская статистика. Естественно, почему я в начале выступления иронизировал, она не охватывает полностью целостность картины. Для того, чтобы определить точное количество туристов, мы в своей работе также пользуемся еще данными, большими данными от банков, потому что у банков есть более точная картина, кто приобрел какую услугу, где, когда и откуда он родом, и пол, возраст, это мы можем видеть. Также плюс по тепловым картам сотовых операторов, то есть фактически человек, который имеет зарегистрированную сим-карту на свое имя, в какие места, какие локации, сколько времени он пробыл и как он передвигался, это тоже можем прочитать и увидеть. Таким образом, у нас из данных статистики, банковских бигдаты и сотовых операторов у нас формируется более-менее отчетливая картина по туристическому потоку и количеству людей, которые посещают те или иные объекты. Но все равно это также верхушка айсберга. Полностью узнать точное количество туристов, увы, невозможно, потому что доля индивидуального туризма, то есть так называемый дикого туризма, когда человек сам поехал, это у нас не фиксируется. Поэтому их можем примерно такими инструментальными способами просчитать.
Но, тем не менее, есть понятие «поехать в отпуск дикарем». Как там, может быть, вы в этой связи разрабатываете новые виды туристического продукта? Да, для этого, для того, чтобы свобода перемещения человека – это конституционное право. А право отдыха мы таким образом предоставляем как дополнительная информационная поддержка. То есть даем людям знать о том, что у нас появились такие-то маршруты, у нас появились такие-то объекты размещения. Здесь можно вкусно поесть, здесь можно что-то интересное посмотреть, а здесь можно что-то интересное поделать. Вот такими информационными потоками люди уже начинают это перерабатывать, и уже начинается поток. Например, у нас Амгинский улус в республике одно из мек туризма для местного населения. Это уникальная река, уникальная экосистема, которая посещает более 600 машин в день, в выходные дни. Это более 3000 человек одновременно можно считать. Также Аймеконское направление, Тампонские горы, там же Сунтарский хребет, Цветные горы. Это тоже уникальные места, где можно сделать можно увидеть потрясающие виды и вкусно поесть, и красиво разместиться. Все это работа в купе совместно с деятельностью блогеров, совместно с деятельностью нашего агентства и деятельностью министерства формирует тот образ, благодаря которому у местных жителей, так и у гостей республики остается в памяти пожелание о том, что да, я хочу туда, я хочу посетить. Но вы отметили, да, Дмитрий Анатольевич, что статистику все-таки невозможно полностью назвать те цифры, которые должны быть, учитывая многочисленные условия. Но вот если говорить о показателях, по итогам 2022 года какие показатели турпотока? Самый пик туристического потока, также отмечу, по данным федеральной статистики, был отмечено в количестве 196 тысяч человек. Это в 2018 году, до пандемии, до событий. Но в прошлом году мы данный рекордный показатель превысили на 25%. За прошлый год был зафиксирован, также отмечу, по данным федеральной статистики, туристический поток в размере 237 тысяч человек в нашу республику. По сути, это 690 человек в день. По данным объектов размещения гостиниц, крупных турбаз, а также по потоку пассажиров аэропортов, мы, в принципе, можем подтвердить то, что средняя температура по палате, грубо говоря, туристический поток 237, он есть, но фактически он примерно только на 2/3 охватывает фактическую картину. Даже у нас за прошлый год аэропорт Якутск, аэропорт города Мирный и аэропорт города Нерюнгри, как точки входа в наш регион, зафиксируют также рекордный пассажиропоток. Также по данным ГИБДД у нас входной въезд в республику со стороны по Зимнику через Иркутскую область и также через Амурскую область, также у нас фиксируется приток автомашин. Все это говорит о том, что не только деловые поездки или большие груза у нас приезжают, но и в том числе повышается интерес гостей в нашу республику. Но вот учитывая, что в ближайшее время начнется реконструкция снова взлетно-посадочной полосы, повлияет ли это как-то на турпоток? Есть ли риски того, что к нам будут меньше приезжать? Риски есть, но мы с нашим турсообществом постарались нивелировать данный процесс, потому что вот год назад, когда я только пришел на работу с нашими туроператорами, был первый вопрос, это, ребят, где вы продаетесь? То есть где наши турпродукты реализуются на территории России, исключая Москву и Санкт-Петербург как самые массовые агломерации. У нас на территории Якутии с учетом 3 аэропортов существует 28 направлений, в которых прямые беспересадочные рейсы есть. Начиная с прошлого года, с лета, с осени, за зиму, мы заключили более 300 агентских договоров с нашими туроператорами. И теперь в 18 городах, из 28, в 18 городах у нас есть турагенты, которые продают Якутию в целом. С конкретным поездка на Ленские столбы в Якутию, поездка в Аймякон в Якутию, поездка в город Якутск на гастротур и все остальное, это уже сейчас продается. И мы надеемся, то, что сейчас подорожание стоимости авиабилета с Москвы ввиду того, что есть пересадки, она нивелируется тем, что мы сейчас очень активно начали продаваться в Новосибирске, в Иркутске, Красноярске, в Амурской области, Хабаровске, Приморье, но во всех дальневосточных и сибирских округах, с которыми у нас будут беспересадочные рейсы, и цены на билеты от этого не подскочат. Получается, что тенденции развития туризма у нас в регионе есть. Есть. Скажите, а какие у вас дальнейшие планы по мероприятиям?
Агентство развития туризма совместно с Министерством предприятия запустили гастрономический конкурс «Старинные рецепты». Во всех пабликах и СМИ мы начинаем уже распространять данную информацию. Действительно, у нас уникальная гастрономическая культура в регионе ввиду того, что у нас в республике проживает более 130 национальностей. У нас самое большое количество блюд, приготовленных холодом, но этого еще недостаточно для того, чтобы мы его превратили в гастрономическую историю. Поэтому мы начинаем такой вот интерактивный конкурс по сбору старинных рецептов. Второе. 31 мая мы проведем крупное мероприятие в туристической отрасли в нашем регионе, включая соседей наших, межрегиональные мероприятия и включая федеральных экспертов. Данное мероприятие будет у нас проходить в новом туристическом комплексе Нарада Village, который объединит у нас не только предпринимателей сферы туризма, но и также муниципалитетов, лиц, принимающих решения, и активных людей, которые вовлечены так или иначе в привлечение внимания и интереса к нашей республике. Скажите, а как сейчас можно повлиять на развитие туризма? Хотя, слушая вас, учитывая гастрономический конкурс, поездки на полюс холода, я даже не знаю, что еще может быть. Тут ключевое одно. Туризм – это отрасль там, где нет понятия «я». Туризм – это когда мы. Наконец-то мы за последние годы, наше туристическое сообщество начинает вот дела осознавать. Например, в других отраслях, возможно, индивидуализм, четко позиционировать себя как бренда, это работает, но в туризме это не работает, потому что гость или также житель Якутии, он едет в определенную локацию, он не едет конкретно к какой-то фирме или к Маше, Пете, Коле. Поэтому только совместная работа, только в купе, когда мы друг друга продаем, когда сценарий вин-вин, вот так и развивается туризм. Да, мы понимаем то, что нужны крупные инфраструктурные вливания для того, чтобы фактически увеличить турпоток. У нас отсутствуют места размещения, когда мы группами людей можем разместить в улусах. Индивидуально можем разместить пока сейчас. Плюс еще у нас во всех основных туристических направлениях отсутствует, возможно, дороги, инженерная инфраструктура. Но у нас огромный пласт работы по как раз-таки консолидации. То же самое, например, если туроператор привозит у нас гостей в магазин местной продукции, или же в ресторан, или же размещает его в гостинице, то у нас вот этого взаимодействия друг с другом не было, и сейчас она уже работает. Сейчас наши ритейлеры, наши ательеры, рестораторы готовы предоставлять агентские вознаграждения для наших туроператоров, для того, чтобы именно туристы туроператоров размещались у них или покупали у них. Это у нас пошло. Помимо местной кухни, у нас рестораны, у которых есть паноазиатская кухня, кавказская кухня, европейская кухня. Они тоже готовы работать в этом направлении. И благодаря этой коллаборации у нас появились новые продукты. Например, мы понимаем, что в сторону Ленских столбов нет объектов питания, где мы целый автобус можем сразу одновременно разместить. Наши рестораторы предложили нашим туроператорам ланчбоксы. Ланчбокс, где ты с вкусным кофе в термосе с аккумулятором, который поддерживает или холод, или тепло, вкусные супы, вкусные горячие блюда, уже все это можно как в маленьком боксе ресторанского качества уже приобретать. И это дополнительная стоимость и выручка для наших рестораторов, и для наших туроператоров. Это одна галочка для повышения комфорта. Как-то так. Ну что ж, это же просто прекрасно. Благодарю вас, Дмитрий Анатольевич, за то, что пришли к нам сегодня в студию, стали гостем нашего интервью и так много всего интересного рассказали о туризме в нашем регионе. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.